Allahu Ekber. 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 И момент соблюдать те шхит модезер моцарицни Ну, из хотя Гойман, ха основе тигр хинц идона на куфре, да диез бах, а диез бах нельзя так, наоборот, я тебе говорю, все, ему вахиля, и нагасон свершится или не, свершившийся фактуис. Это правило шариата. А это лдон, нет цани, хадохки цаму. Все, и хадехка ложду. Це юридически проволочка, вся гумада тига. Через парламент прогонять, дяша дать. Насильственно кто-то власть взял, ему присягают. Смотри, вот здесь подобное произошло. Неважно, как это было. Если это соответствует Корану и Сунну, все, руки подняли и сдались. Но я задам коротко тогда, насколько легитимен Закаев, как за ту должность, которую он себя выписывает. Слушай, легитимность – это то, что дает какая-то процедура, легализованная в государстве. То есть в нашем государстве легитимность дает народ, который избирает тебя на... Это избираемая должность. То есть у нас президент, парламент – это все избираемые органы и должности. Поэтому там, где народ не избирал, там, где кто-то сам себя объявил, о легитимности там никакой речи быть не может. Поэтому, конечно, нет. Конечно, Закаев не может быть никак легитимным, пока не пройдут у нас выборы, и мы сами не изберем. Если Закаев победит на свободных выборах, то здесь нравится он мне там, или кому-либо другому. От этого уже ничего зависеть не будет. Он будет легитимным. Гамбургская шайка пытается тебя дискредитировать, упоминая какого-то шмакого грушника, якобы твой бывший шеф. Проясни ситуацию, брат, спасибо. Ва алейкум ассалам. Я просто представляю состояние Шмакова, когда постоянно называется его фамилия, он навряд ли будет рад тому, что я вообще в каком-либо контексте о нем упоминаю. Игорь Шмаков, это был мой непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат, мусульманин, это русский парень, который принял ислам. И он неизвестен как сотрудник ГРУ или сотрудник ФСБ. Это был обычный связист, обычный начальник связи городской телефонной сети города Грозного. Я был его заместителем. У нас были нормальные отношения. Сейчас он также проживает где-то в России. Я думаю, что упоминание его, вряд ли он будет этому рад. Поэтому я думаю, не нужно концентрировать на этом внимание. А те люди, которые что-то распространяют, какие-то слухи, пускай приведут свои доказательства. И никаких проблем. Ни в чем не виноваты! Какие ваши доказательства? Игорь Шмаков, это был мой непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат, мусульманин, это русский парень, который принял ислам. И он неизвестен как сотрудник ГРУ или сотрудник ФСБ. Это был обычный связист, обычный начальник связи городской телефонной сети города Грозного. Да не попаду. Да так вот.
Это был обычный связист, обычный начальник связи городской телефонной сети города Грозного. Панику, когда воспитывается там министр, там, на рынке. Ну, я просто чисто, вот, знаете, ну, я его подруг, мы вместе с ним воевали, вместе проходили. Ну, весь близкий человек. Ну, он мой тренер там, и он, и его брат, тренер по боксу там. И я просто говорю, панику, когда воспитывается там министр, там, на рынке. Ну, я просто чисто, вот, знаете, ну, я его подруг, мы вместе с ним воевали, вместе проходили. Ну, весь близкий человек. Он мой тренер там, и он, и его брат, тренер по боксу там. И я просто говорю, приедет вечером там, ну, просто я, ну, так сказал. И сейчас реально есть люди, которые думают, что серьезно. А я вот не верил, я думал, когда мне они говорили так. Ну а Игорю Шмакову, если ты меня видишь, слышишь, тебе салам, брат. Вот так вот отдыхают нормальные ребята. А вы, лошары, там сидите. Вот так вот отдыхают нормальные ребята. А вы, лошары, там сидите. Не нужно задавать мне, не нужно вообще ждать от меня или от Хасана, от кого бы то ни было другого, от политического блогера, ждать, что мы будем заходить в какие-то религиозные дискуссии и спорить с этими еретиками. Мы этого делать не будем. Мы будем их просто игнорировать. Потому что есть те, кто должен по долгу своей службы, они учились, эти знания они набирали в том числе для того, чтобы опровергать вот такие нападки. И они делают это очень хорошо. Те, которые живут постоянно в Европе. Во-первых, я хочу узнать, кто им позволил так жить на постоянной основе в европейских странах, кафирских странах. Те, которые живут постоянно в Европе. Во-первых, я хочу узнать, кто им позволил так жить на постоянной основе в европейских странах, кафирских странах.